В Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева состоялась республиканская научно-практическая конференция «Идрис Зязиков в исторической памяти ингушского народа», приуроченная к 130-летию со дня рождения выдающегося общественно-политического деятеля послереволюционного периода в истории России. Львиная доля хлопот по организации мероприятия легла на плечи заместителя директора научно-исследовательского института, доктора исторических наук Зейнаб Дзараховой. Именно, благодаря ее усилиям, в полностью заполненном конференц-зале учреждения находились потомки родных и соратников Идриса Зязикова, приехавшие издалека. На эту заслугу в своем вступительном слове указал и директор института Джамбулат Аздоев, подчеркнув, что Дзарахова настояла на том, чтобы вместо семинара по случаю юбилея Идриса Зязикова проводилась конференция, памятуя о влиянии на историческую память ингушского народа. Уважаемые участники конференции, приглашенные коллеги, позвольте поприветствовать вас на республиканской научно-практической конференции, посвященной первому руководителю Ингушской автономной области Идрису Байсултановичу Зязикову, а также тем людям, тем событиям, которые его окружали. Идрис Зязиков прожил короткую, но очень интересную жизнь. Ему выпало жить во время судьбоносных изменений страны, когда после Октябрьской революции начался пассионарный подъем рабочих крестьянских масс, в том числе и горцев. Помимо гостей республики, на конференции присутствовали известные ученые Ингушетии, представители различных органов власти, общественники, учащиеся школ, студенты. Руководитель администрации главы и правительства Ингушетии Анзор Мархиев зачитал приветственный адрес от главы республики Махмуда Али Калиматова к участникам мероприятия. В своем обращении руководитель региона отметил выдающийся вклад Идриса Зязикова в формирование национального самосознания ингушского народа. От лица руководства парламента республики плодотворной работы конференции пожелал депутат Народного собрания республики Ингушетия Курейш Цароев. Прозвучали также слова приветствия и пожелания успешной работы в адрес участников мероприятия от чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кипр Мурата Зязикова. Обращение чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кипр Мурата Магомедовича Зязикова. Уважаемые участники и гости Республиканской научно-практической конференции, дорогие соотечественники, Хамсыр Мехкой, Хамсыр Ежели. Сердечно приветствую вас на форуме, посвященном 130-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Идриса Байсултановича Зязикова. Сегодня на конференции присутствуют ученые, представители общественности, все неравнодушные к истории и культуре родной нам Ингушетии с важнейшей целью провести комплексный анализ деятельности первого руководителя ингушской автономии Идриса Байсултановича Зязикова, исследовать контекст сложнейших военно-революционных и социально-экономических процессов, сопутствующих рождению ингушской автономии. Именно в то переломное время закладывались основы нашей государственности, и роль, которую сыграл в этом процессе первый руководитель области, трудно переоценить. Задача исследователей не ограничивается лишь изучением сухих исторических фактов. Важно глубокое осмысление роли личности в истории и понимание того, как решения, убеждения и воля одного человека могут влиять на судьбу народа, как формируется историческая память и почему образ Идриса Зязикова, несмотря на драматизм эпохи, является для нас путеводным ориентиром и символом служения и созидания. Безусловно, в центре нашего внимания находятся вопросы этнокультурного развития ингушского народа в XX веке. Именно Идрис Байсултанович стоял у истоков системного изучения духовной жизни, материальной культуры родного края, поддерживая первые исследования, первые археологические и этнографические экспедиции в Горной Ингушетии. Он понимал, что без сохранения истории, без сохранения культуры, языка и традиций невозможно полноценное развитие нации. Сегодня, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами, обращение к великому наследию Идриса Зязикова обретает особую значимость и актуальность. Уверен, что результаты работы конференции не только позволят восполнить пробелы в научном знании, но и дадут нам ценный материал, ориентир для понимания процессов, происходящих в современном обществе.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, неиссякаемой исследовательской энергии и новых открытий во славу исторической науки. Мира, согласия и процветания нашей республики, новых успехов и новых достижений. Всегда ваш чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Республики Кипр, доктор философских наук Мурад Магомедович Зязиков. Перед собравшимися выступил общественный деятель, экс-премьер-министр республики Ахмет Мальсагов, который выразил уверенность, что сохранение памяти о великом сыне ингушского народа является уроком на зрелость для ингушского общества. Никого не оставило равнодушным и яркое, проникновенное выступление учащихся школы имени Идриса Зязикова из его родного села Барсуки, прочитавших стихи, посвященные ему. Далее, собственно, началась непосредственная работа самой конференции, состоявшая из пленарного заседания с докладами и работы двух секций. В пленарной части выступили политолог и исследователь Абдулазис Яндиев с докладом на тему «Стремился помочь своему народу», племянница жены Идриса Зязикова Жанета Лидия Хантыгова с докладом на тему о жизни и деятельности Жанеты Хантыговой-Зязиковой, также выступили и другие ораторы. Множество докладов прозвучало на секциях, где говорили об осмыслении роли личности в истории и исторической памяти, подверглось тщательному обзору социально-экономическое и культурное развитие Ингушской автономной области. Напомним, Идрис Зязиков родился 31 января 1896 года в селе Барсуки Назрановского округа Терской области в семье первого профессионального учителя из ингушей Бейсултана Мочкевича Зязикова. О масштабе его личности, как государственного деятеля, говорит список должностей, которые он занимал с 1918 года. Член Комитета обороны Ингушетии, секретарь Бюро горских коммунистов, член подпольного ингушского кружкома, инструктор-организатор горской организации РКП по Ингушетии, член Ревкома Ингушетии, член Терского облревкома, председатель Назрановского окорисполкома, народный комиссар земледелия Терской республики, заместитель председателя Горского центрального исполнительного комитета, народный комиссар внутренних дел Горской республики, председатель Горского центрального исполнительного комитета, секретарь Горского обкома, секретарь Владикавказского бюро Юго-Восточного крайкома, член Всероссийского центрального исполнительного комитета, а затем и Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик, член Совета национальности Союза Советских Социалистических Республик. Идрис Зязиков, он ведь еще член ВЦИКа был, Всероссийского Центрального исполнительного комитета Советского Союза. Да. Там много было кавказцев, нет, но он был. Он лично дружил, к нему с большим уважением относились видные революционеры, которые играли большую роль в партии и в стране. Они его уважали. Были случаи, когда они пытались тоже, значит, на него клеветнулись и так далее, но не получилось. Лидия Идрисовна Хантыгова, вы все, наверное, помните, слышали, знали Хантыгова Идриса, известного общественного деятеля, удивительного человека самого. Он был братом Жанеты Зязиковой. Жанета Зязикова жила с семьей своего брата, и Лида, тогда Лидочка, выросла на глазах у тети, и рядом была, когда Жанета Зязикова была директором музея в Грозном, когда создавался музей, филиал в селении Мужичи. То есть всю работу и жизнь Жанеты. Вот как помнит Лидия Идрисовна, поделитесь с нами, пожалуйста, расскажите о Жанете. Кстати, Тутаева, Асия, Нина, Изабелла Шестер, это ее тети, мамины сестры. А родная мама является сестрой Асия Нины Тутаева, младшая сестра. Сегодня мне выпала такая честь присутствовать на этой конференции и почтить память Идриса Зязикова. И когда мы говорим о нем, конечно, мы вспоминаем его соратников, тех, кто был с ним рядом, и тех, кто посвятил свою жизнь созданию Ингушской республики. Где ранее были задействованы в основном ингушские людские и сырьевые ресурсы,
Руководство области в спешном порядке присутило к их оздоровлению. Это было связано с тем, что большая часть перешедших ингушетских предприятий простаивала и требовала капитального вложения для скорейшего и производительного запуска их работ. Этим не пришлось заниматься в первое время Идрису Зязикову и его команде. С этой задачей они довольно успешно справились за достаточно короткий срок существования автономной области. 10 августа 2024 года в селении Базоркино в связи с выделением в автономной области состоялся митинг. Здесь съехались представители всех селений Ингушетии. Также к митингу съехались, это записка НКВД, и у них в глазах были страхи, и они показали цифру, что съехались до 300-400 бандитов Ингушетии, которые в селение не заехали, а стояли в селении, послав на митинг своих главарей, представителям всех ингуш, известных бандитов 4-8 человек, во главе с известным большим бандитчиком, которые в своих выступлениях просили народ и власть освободить их от преследования, дать им возможность заниматься мирным трудом и смыть позорное пятно как себя, так и своих собратьев по национальности, обещая за это не только самим не заниматься грабежами, но и бороться самим против бандитизма. собрать для подготовить для конференции. Хана Элыча, об этом если пишут, говорят, но этого мало. Конференция была приурочена к 130-летию со дня рождения и имела своей целью всестороннее изучение наследия Идриса Зязикова и сохранение памяти о нем для будущих поколений. Ингушский научно-исследовательский институт обязан продолжить работу по сбору архивных документов и фотоматериалов, связанных с жизнью и деятельностью Идриса Бейсултановича Зязикова и его семьи, для популяризации наследия Идриса и Женеты Зязиковых. Инициировать подготовку полного научного сборника документов и материалов Идрис Зязиков и Ингушская автономная область. Министерство образования и науки Республики Ингушетия поддержать проведение конкурсно-исследовательских работ и лекций, посвященных жизни и деятельности Идриса Бейсултановича Зязикова среди студентов и школьников. Оргкомитет конференции выражает благодарность всем участникам конференции за активную плодотворную работу, а также потомкам, родственникам Идриса Бейсултановича Зязикова за предоставленные уникальные семейные материалы и воспоминания. Участники конференции отмечают высокий уровень организации самого мероприятия, отмечают значимость таких мероприятий для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи Республики Ингушетия. Спасибо вам всем еще раз. Идрис Бейсултанович Зязиков является очень значимой фигурой. Это государственный, общественно-политический деятель. И если посмотреть на корни, на жизнедеятельность этого человека, то мы видим, что он до 33-летнего возраста вел активную такую политическую, общественную жизнь, и на этом пути успел так много сделать, что просто удивляешься, но такой объем мысли, энергии, ума, что он так глубоко и так хорошо думал на перспективу развития народа. Он с юного возраста был очень таким предприимчивым, он был очень любознательным. Он рос в семье Бейсултана Зязикова, который был сам очень грамотным, образованным, который любил классику, имел большую библиотеку, общался с коллегами, с представителями интеллигенции из разных народов. И вот в такой среде воспитывался Идрис. И он уже к юношескому возрасту был таким интересным, что в 15-16-летнем возрасте во Владикавказе он общается с Леонидом Семеновым, с Баширом Далгатом, с Тахо Годи, с другими ребятами, с которыми потом он в жизни снова соприкасается, поддерживает их научные проекты, видит их развитие, и они участвуют в его жизни. То есть, где бы он ни находился, на каком бы этапе он ни был, и возрастного, и жизненного пути, он везде умеет
поднять те пласты, развивая которые он хочет и готов помочь своему народу. Он знал тонкости ментальности не только своего народа, но и народов, которые живут вокруг. И когда вот что-то происходило, какие-то процессы такие, где нужно было все-таки очень тонко подходить со знанием этнических особенностей, приглашали Идриса, обращались к Идрису. Он выезжал как в регионы, так приезжали к нему, и соседи даже говорили народы, что вот есть у них такой руководитель, как Идрис, и можно только позавидовать. Если вам понравилось это видео и хотите, чтобы его увидело как можно больше людей, подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и напишите комментарий.